Друзья, всем привет! Сегодня у нас уже 13 января. Время уже где-то половина третьего. Если быть точнее, 14:39. 14 без 23. Уже начало темнеть. День у нас короткий, и мы только-только освободились. Сегодня 2 часа вон кидал снег. Вот такие у нас уже сугробы. Снегу уже по грудь. Это больше метра уже вот. Получается, накидал, чистил двор, дворовую территорию полностью. Занимался бумажными делами. Сейчас пообедал. Так бы никуда не поехал, но вчера я закинул хитрые продольники. И сегодня их надо проверить. Да, Туман? Надо их проверить. Потому что если попался язь, то язь долго на крючке не сидит. А мне в первую очередь самому очень интересно посмотреть, что там клюнуло, не клюнуло. Ну и, конечно же, чтобы вы увидели это все сами. Сегодня беру Тумана на прогулку, потому что полыню все-таки у нас закрыта. Полыня. Пошли в Туман погуляем. Только, ну вот обязательно вот надо через столб. Не туда. Иди на место, свое место. Туман, иди на свое место. На свое место иди. На свое место, вот туда. Все правильно. Вот так. И лежит тут. Сейчас погуляем. Туман уже давно не гулял, не брал его, потому что там была огроменная полыня. Я просто боялся за жизнь Тумана. Так как он мог подбежать к полыне и провалиться. Недавно полыня все-таки затянулась. И теперь все закрыто, все хорошо. Так что теперь можно собаку брать. На лесную речку все равно опасно там, потому что везде все промыто. Да и волки там ходят. Сейчас, друзья, ходили, говорит, трех волков видели прямо с буранки, говорит. Убежали 3 волка. Собаку, если что, порвут, как тузик грелку. Втроем-то они. Так что, а здесь поблизости, думаю, если что, быстренько убежим, да, Туман? Да, Туманчик? Туманчик, сейчас гулять пойдет. Все, друзья, поехали. Встречаемся на реке. Проверять будем уже по-любому с фонариком. Но если что-то будет, думаю, будет видно. Погнали. Температура у нас за бортом, как мы видим, всего минус 3 градуса. На улице потеплело. Метели, снегопад закончился. Теперь мягкая, теплая погода. Дует небольшой ветерок, но это совсем не страшно. Так что сегодня нам, надеюсь, если ветер не поднимется, будет нормально. Одно плохо, быстро темнеет. Темнеет просто на глазах. Вот такой, друзья, у нас поселочек. Это новый квартал. Ну как новый? Построили последние годы советской власти. Называется вот единственные пятиэтажки. 10 домов стоит, 10 пятиэтажек. Но один очень длинный. Где-то больше 2 километров, что ли, говорят. Пятиэтажный дом, 600 с чем-то квартир, я точно уже не помню. Он очень длинный, самый длинный в республике Коми. Загибается спиралью. Если бы он не загнулся, наверное, бы еще подальше построили. Вот он там дальше расположен. И внутри этого дома вот еще стоят. Сколько там остается? Пятиэтажки. 7, наверное, или 8 пятиэтажек. И в этих 10 домах у нас проживает народу больше, чем во всем поселке. В основном поселок это частный сектор. Двухэтажные дома, одноэтажные деревянные дома. Несколько трехэтажек, может быть. А пятиэтажки у нас только здесь. Все, выезжаем.
животные приехали. Вот она, наша матушка Печора. Сейчас отпустим Туманчика. Так, Туманчик, иди сюда, иди сюда. Сейчас мы тебя отпустим. Давненько ты у нас уже не гулял, да? Давненько, скажи, Туманчик. Хозяин меня гулять не выносил, выводил никуда. Ну, воля, Туман, воля. Иди побегай, 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 малыш. Побегай, мой хороший. Вот она, наша родная матушка Печора. Стоят знаки, вот переправу открыли недавно. 25 тонн. Долго. Месяц, может быть 2 простоит. Все чистенько, все почищено. Полыня затянулась. Ну, наконец-то наступила зима. Хотя вот это все зимой назвать сложно. Теплынь, минус 3 градуса всего. Это лесные речки и так все были сыры. Вообще сейчас по новой все откроется. Фигня полная, а не зима. Ждем морозов. И идем проверять наши продольники. Ну вот и первый продольник. Дотопали. Смотрим. Полная надежда. Здесь у нас тюрьма с мальками. А нету, здесь нету. Блин, ошибся. И что мы видим? Малек живой. Второй живой. Третий живой. Короче, мальки целые. Четвертый живой. Ну, все ясно. Рыбе не надо ничего. Пятый живой. Шестой живой. Седьмой живой. Восьмой живой. Все мальки живые. Никого даже не сбили. И это очень печально. Друзья, я вам скажу. Если так на первом продольнике, то в принципе можно разворачиваться и уезжать. Рыбы не будет, это 100%. Рыбы или нет, или совсем нет. Или она просто не хочет, тупо не хочет есть. Даже никто мальков не сбил. Что-то мне мало верится, что просто так вот рыба рядом с мальками бы прошла. Но рыба хищная, конечно же, я имею в виду. Хотя мне на малька как-то и сик попадался один раз. На полкило примерно. Чтобы просто вот так рядом с мальком прошла и 0 эмоций. Ну да, ёрш. Ставлю малька, а не червя, потому что червя долбит ёрш. Как бы с таким расчетом, чтобы ёрш не успел взять, а взяла нормальная рыба. Что удивительно, даже мелкого налима нет. Он, в принципе, и не нужен, но, как мы видим, первый продольник пустой. Все живцы, все мальки целые. Как-то вот так. Ладно. Проверить я, конечно, проверю. Но мне кажется, что сегодня будет нулевой результат. Смотрим дальше. Тикс. Малючки, малючки. Какие вечерочки. Хватит. Пока хватит.
Так, а тут что у нас? Малечек раз живой. Тут что-то запутано. Все верно. Все верно. Короче, такая же картина. Все мальки живые. Все мальки живые, все мальки целые. Никто на них не позарился. Все до единого. Хоть бы одного сорвали. Все на месте. Все живехеньки, все целеньки. Вот это реально глухозимье. Смотрим третий. Вот здесь даже типа что-то какая натяжка есть. Или что это? Или мне показалось. Но дергать никто не дергает. Не, это течение. Та же самая картина. Все мальки живые. А нет, вот он. Вот он, кто позарился на малька. Маленький налимчик. Иди гуляй. Единственный житель в данном месте. Остальные все живые. Все мальки живые. Один единственный маленький налимчик. Все целое. Отпускаем обратно. Цепляем одного малька взамен съеденного. Рановато получается, рановато. Будем ждать. Что теперь? Сделаем перерыв. Еще на 2 недели как минимум. Максимум месяц. И проверим еще раз. А так смысла не вижу я ходить сюда, проверять. Нету рыбы. Рыба-то может есть, она не хочет есть. Будем заниматься другой рыбалкой. Будем ездить на озера. Может, там что клюет. Попробуем жерлицы. Попробуем хариуса поймать на лесных речках. Да, Туман? А здесь пока делать нечего. Тишь да гладь. Какая у нас 4-я палка. О! Вон, лучшая наживка на хариуса. Уже начали подрастать. В марте-апреле они вообще, получается, здоровенные будут. Вот хариус вот это дело обожает. Они вот так вот прилипают к палкам. И там балдеют. А здесь мы видим ту же самую картину. Никого здесь нет. К тому же еще и малек подох. Ладно. Отвезем в гостиниц коту. Котику. Остальные все живые. Никого. Если честно, у меня уже никакого настроения нет, конечно, проверять эти палки. Ну уж ладно. Которые хитрые продольники посмотрю. Остальные нафиг. Которые двухкрючковые. Пусто. Даже никто не дергает. Даже и никто не подходил. Вон, ёрш, малявка. То бишь гальян. О! Пустой. Один пустой. Кто-то съел. Один единственный крючок пустой. Значит, кто-то был.
живой. И никто не дергает. Блин, заинтриговал пустой крючок меня. Появилась хоть маленькая, но уже надежда. Ну вот и пятый наш продольник. Продольник с баночкой. Палочка с баночкой. Так, ну что? Тишина. Тишина. Живцы живые. Никому они нафиг не нужны в середине января. Так что это очередной раз доказывает, что глухозимие, оно и в Африке глухозимие. Никому они нафиг не нужны. Фу, вот и она, крайняя палка. Употел весь. Весь употел, вспотел. Ни хрена нету, как вы видите, все пусто. Смотрим последнюю палку, закидываем мальков. Вон даже один вот такой для лягушонок есть. Или он умер, или он спит. Спит, наверное, умер бы. Это еще с озера, которого я привозил. Ладно, отпускаем его. Может, там очухается. Скорее всего, кирдыки мы уже. Смотрим. Настроение 0. Конечно, эксперимент, когда я задумал, была надежда, что все-таки хотя бы пару язей, но может быть хрюзок клюнет. Но рано, еще рано. А здесь у нас обыкновенный продольник, я его оставил без всякой хитрости, просто крючки и просто мальки. И как мы видим, что здесь, что там, они живые, живее всех живых. Вон, как мы видим, все до единого живые. Пока рано. Ну ничего, будем ждать весны, и весной мы вернемся к этим палкам. Пока их оставляем. Даже не весна, все-таки до весны я не буду. Короче, ударят морозы, пройдут морозы, будет потепление, я вернусь к этим палкам чисто ради интереса. Также все по новой насажу, наживлю, как оно правильно сказать-то, и будем смотреть. Будет рыба, будем ловить. Не будет рыбы, дадим еще перерыв. И до тех пор, пока не начнет клевать. А клевать оно начнет рано или поздно. Я так думаю, в марте месяце можно ожидать первых поклевок. Ну а пока, друзья, до свидания. Наживляю продольник, отпускаю мальков в садок. Ну и будем заниматься другой рыбалкой. А какой, вы это уже скоро увидите. Конкретных планов пока нет. Но дома сидеть не будем, это точно. До свидания, друзья. До новых встреч.